Султан Сосналиев и управляющий делами КГНК Балтишеев 14 августа 1992 года, получив известие о нападении Грузии на Абхазию, быстро собрали небольшую команду. Вопрос с транспортом тоже решили моментально. Двоюродный брат Шириева на Икарусе совершал рейсы в Турцию, Сирию, Иорданию, где проживали многочисленные черкесские диаспоры. Он и вызвался совершить этот важный рейс в Абхазию. С внешней стороны его Икарус был расписан латинскими и арабскими буквами. Группа Султана на российско-абхазской границе узнала о том, что грузинские войска только что высадили десант и захватили город. Любой офицер, маломальски знакомый с военным искусством, остановился бы здесь, искал бы другие пути в обход захваченного грузинами города. Но Сосналиев считал, что нельзя терять время, ведь неподготовленная, совершенно неподготовленная к этой войне Абхазия нуждалась в незамедлительной поддержке со стороны конфедерации. Султан мгновенно принял единственно верное, но крайне опасное решение. Он скомандовал своим бойцам лечь на пол Икаруса, так, чтобы было видно только его и водителя, и направился навстречу грузинским войскам. Как выпускник военной академии, он знал правила ведения войн, которые заключают в себе то, что нельзя стрелять по гражданским. Фашистам эти правила не знакомы. Простое везение заключалось в том, что они были настолько увлечены грабежами, вследствие чего и допустили халатность. В Гагре Икарусу Султана перекрыли дорогу грузинские солдаты. Он крикнул им, что спешит вывести детей. По надписям на автобусе оккупанты должны были понять, что он пустой и собирается вывести иностранных детей, якобы отдыхавших в летнем лагере. Госсоветовцы, ничего не заподозрив, пропустили. Второй вражеский кордон Султан Сосналиев прорвал, скомандовав водителю «Вперед!» на полной скорости. Так в Абхазию приехали первые добровольцы. И не было с той минуты на Кавказе ни абхазов. Театрализованное представление позывной «12» – это посвящение лидеру добровольческого движения Султану Сосналиеву и в его лице всем добровольцам. Что мы знаем о Сосналиеве? Полководец-генерал пришел на помощь в тяжелое время. А каким он был ребенком? А юношей? Султан принес домой радиолу, которую ему подарили как лучшему механизатору. В то время это был настоящий предмет роскоши. В отсутствие султана мы, пытаясь найти какую-нибудь волну с музыкой, нещадно крутили ручки и нажимали на кнопки. Мать султана, видя, как мы волнуемся, постоянно кричала: «Осторожно крутите, сорванцы, а то вам от султана влетит». Командный язык отработан, внешний вид всегда чист и опрятен. Повседневного контроля за поведением не требует. Хранить военную служебную тайну умеет. По характеру спокойный и выдержанный. Организаторы позывного «12» Управления культуры столичной мэрии собрали и переработали множество воспоминаний, свидетельств и, конечно, эмоций. Так вспоминает свое знакомство с Султаном Сосналиевым Фатима Берая, связистка Восточного фронта. Наконец налаживается связь с Большой землей. В аду боевых действий слышу через наушники спокойный, размеренный, внушающий уверенность голос. Самшит, я 12-й, доложить обстановку. Так я знакомилась в начале с его голосом, а потом после войны и с ним самим. Тяжелые наступательные операции, успешные и неудачные. Армия создавалась долго, сложно, ценой жизней. Султан Сосналиев тяжело переживал неудачи. Пережить неудачное наступление морально очень тяжело. Видеть, как погибают люди, как остаются невыполненными поставленные задачи. Когда ты ответственен за 1000 людей, когда посылаешь их в бой, зная, что половина из них не вернется. Выдержать это невообразимо тяжело.
В таких случаях, как и весь командный состав, он завидовал рядовым. Легче было схватить автомат и бежать в бой, чтобы тебя убили, бежать в бой, чтобы убили, но только не видеть всего этого. После мартовской операции полковник Соснолиев выступил инициатором определенной реорганизации вооруженных сил с переводом их на бригадную систему на Гумистинском фронте. 25 апреля 1993 года Соснолиев возглавил Министерство обороны, а 21 мая вышел указ о присвоении ему воинского звания генерал-майора. В программе было много национальных танцев, представителей всех народов Кавказа, пришедших на помощь в войну. В официальной части с трибуны выступили политические и военные деятели. Из 2000 добровольцев 51 присвоено звание Герой Абхазии, 247 награждены орденом Леона, медалью за отвагу 623. Владислав Григорьевич Арзумба уделял особое внимание добровольческому движению и с великой благодарностью обращался к ним. В этой священной борьбе, говорил он, мы опирались на братскую помощь народов Северного Кавказа, юга России, всех честных людей мира, протянувших руку помощи. Им, добровольцам во главе с Султаном Асланбековичем, было принято мужественное решение и прибыть в Абхазию, чтобы помочь нам всем. Миссия добровольческая, она очень сложная. История знает много войн, где присутствовали добровольцы. Но я хочу здесь подчеркнуть то, что те люди, которые приехали добровольно из Северного Кавказа, из юга России, казаки, вообще за границей, диаспора, вот они, никто не помнит, что совершили какое-то деяние, что-то, которое могло бы опозорить честь добровольцев. В завершении театрализованного представления на сцену вышла вдова генерала Любовь Соснолиева. Она поблагодарила организаторов за проделанную работу. Элеонора Гилаян, Саид Агухава, Абаза ТВ.